Ресурсный класс – это отдельный специально оборудованный кабинет в школе, в котором ученики с ограниченными возможностями здоровья проводят большую часть учебного дня. При этом они прикреплены к регулярным классам. Первый ресурсный класс в городе Якутске был открыт на базе 35-й школы в 2017 году в качестве эксперимента. Позже подобный класс начал работу в 28-й школе. Классы организованы для школьников младшего звена с расстройством аутистического спектра. Но данная модель подходит не только для них. Ресурсный класс может быть особенной зоной в школе, в которой любой ученик может получить поддержку специалистов. Проблема ресурсных классов в том, что они имеют рекомендательный характер, они четко в законе не прописаны. Когда-то в 2016 году, когда Министерство образования Российской Федерации задумалось о том, что об инклюзии и так далее, она выслала своим подведомствам региональным письмо с рекомендацией открытия ресурсных классов в школах общеобразовательных. То есть это получается то, что решение открыть ресурсный класс законодательно решить на местном управлении. То есть мы должны там то ли в мэрии, там получается что-то прописать, какой-то нормативный акт, либо там это должен быть какой-то дополнительный акт принят там в приказе образования нашего республиканского. Но этого ничего не делается. Ресурсный класс представляет собой территорию, где возможно не только школьное обучение, но и сенсорная разгрузка, что особенно важно для детей с расстройством аутистического спектра. В классе по составленной адаптивной программе дети развиваются в более комфортных условиях с меньшим шумом и с индивидуальным сопровождением педагога. Дети учатся привыкать к общественным местам, другим детям, слушать людей вокруг, заниматься в группе и играть со сверстниками. По мере адаптации к учебным и социальным программам ребенок вместе с тьютором может посещать отдельные занятия в регулярном классе. А так, на самом деле, это все зависит от активности родителей. Почему? Потому что, как показывает наш опыт, наша практика, чиновники не спешат идти навстречу нам. Потому что эти дети все-таки не требуют внимания, не требуют дополнительных средств, и они кажутся неудобными. На сегодняшний день в Якутии всего один ресурсный класс на базе школы номер 28 в городе Якутске. Второй закрыли в новом учебном году. Ученики класса 35-й школы были либо переведены в обычные классы, либо в 28-ю школу. В чем же проблема? Для разъяснения этого вопроса мы обратились в Управление образования окружной администрации города Якутска. Если присутствует ребенок например, на примере 35-й школы наполняемость класса уже снижается, установленных Роспотребнадзором 25 человек до 16. Если варианты 8,3, то вплоть до 9 человек. Соответственно, не все школы в связи с тем, что наполняемость им необходима для закрепленных по территории детям обеспечить, вызывает трудности. А второй вопрос, который у нас вызывает трудности, это специалисты. Но в любом случае, если такие классы открываются, как на примере 35-й школы, все учителя и так далее уже проходили обучение. Также пересматривается штатное расписание, предусматриваются тьюторы, психологи, педагоги, логопеды, которые могут организовывать индивидуальную коррекционно-развивающую работу с этими детьми. Третий вопрос – это оснащенность для таких детей, для того, чтобы, если они включаются в регулярный класс, такие дети, как с вариантами 8,2, должны быть обеспечены ресурсные зоны для того, чтобы детей могли выводить в течение урока и с которыми могут заниматься дополнительно тьюторы и другие специалисты. Опять-таки, связывая этот вопрос с первым, с перегруженностью наших школ в целом, это вызывает определенные трудности, конечно, в наших современных условиях города Якутска. Наличие подобных классов в общеобразовательных школах помогает еще с большим комфортом адаптироваться ребенку с инвалидностью в общество. А инклюзивное образование становится ближе и доступнее для каждого ученика.